Вообще система была такая, что ежеквартально подводились итоги, так сказать, социалистического соревнования. Дирекция, магазин, они все имели социалистические обязательства. То есть коллектив обсуждает на собрании и говорит: мы выполним план товарооборота вот на столько-то, мы продадим сопутствующих товаров столько-то, мы доставим там, я не знаю, на дом. У нас были такие формы работы, как доставка на дом. Брали корзинки, не так, как сейчас по телефонам. Брали корзинки, как это говорится, все продукты питания, какие есть в магазине, сколько можно, руки в ноги и в дом. И вот звоним по квартирам и предлагаем: вы не хотите что-то купить, вы не хотите что-то купить. Тогда телефонов не было. Это тоже одна из форм дополнительных в магазине. Сколько проведем выставок продаж, сколько проведем покупательских конференций, разработаем какие-то там анкеты или просто пригласим покупателей. Вот вешаем объявление: такого числа в магазине будет покупательская конференция. Приходите. Значит, в течение этого часа покупатели тебе задают вопросы, ты отвечаешь. То есть у бригады были социалистические обязательства. И эти обязательства, итоги подводились ежеквартально. То же самое было у нашего Горпищеторга. Горпищеторг, Горпромторг, 3 столовых и ресторанов, другие там кооперации и так далее. Итоги подводились на партийно-хозяйственных активах. И вручалось переходящее красное знамя, за которое мы боролись, будь здоров как.